А як і обіцяла, ми будемо долучати людей, які проживають в Туркменістані. З нами на зв'язку Діана Серебряник, керівник правозахисної організації «Права і свободи громадян Туркменістану». Пані Діано, доброго ранку. Доброе утро. Влада Туркменістану наполегливо запевняє, що COVID-19 в цій країні немає. Але раптом, якщо сталося так, що людина захворіла і має симптоми, схожі на коронавірус, що кажуть їй в лікарні і як її лікують? Чи знаєте ви про це? Власти Туркменистана полностью отрицают присутствие коронавируса в стране. А учитывая то, что в стране нет тестов, а было поставлено в страну из России всего 9 тысяч тестов, то есть на страну это совершенно ничего, и они были распределены между кланом, то есть родственниками самого президента Бердымухамедова и его окружения, простым людям протестироваться и узнать, болен ты коронавирусом или нет, просто нет такой возможности. Более того, у врачей есть указание, что даже если они выявляют симптом пневмонии, она не идет первичным диагнозом, она идет как второстепенный диагноз. Поэтому как таковая помощь людям с коронавирусом просто не может быть оказана по той простой причине, что его не диагностируют в стране. І, відповідно, у вас немає офіційної статистики, не можна сказати, скільки людей у цей час хворіє на коронавірус, якщо такі є? Нет. Вирус отрицается в стране, поэтому статистика никакая не может вестись. Взагалі, якісь карантинні обмеження, про них мова не йде, їх ніде не запроваджували, і країна живе своїм звичайним життям, ніщо ніде не закривають. Границы страны закрыты, то есть авиа-железнодорожные и автомобильные сообщения, они не работают на сегодняшний день. Также вы не можете пересечь просто так без очень уважительной причины, а точнее без разрешения правительства, границу между регионами Туркменистана. Однако карантин как ношение масок или соблюдение дистанции между людьми, это не соблюдается. Все праздничные мероприятия, которые были до этого в апреле месяце и планируются на 9 мая, они как планировались проводиться, так их и будут проводить. І тут виникає питання, буде скупчення, масове скупчення людей, але ж люди розуміють, що коронавірус може бути в когось серед тих, хто прийде на святкування. Як реагують і чи будуть приходити на той парад, який організовує влада? Да, люди будут собираться, будет скученность людей, будет массовое мероприятие. У людей просто нет выхода, потому что как мероприятия проводились, включая субботники, они так и проводятся. Единственная возможная проверка тестов будет у тех людей, которые будут рядом непосредственно окружать президента страны. Их проверят, скорее всего, на наличие вируса, чтобы была гарантия, что президент этот вирус не подхватит и не заразится. Діано, а ми згадували про те, що в країні заборонено згадувати таке поняття, як коронавірус. Скажіть, будь ласка, чи має ось така заборона юридичну силу? І як можуть покарати тих, хто згадує про коронавірус у побуті, в повсякденному житті? Закона о том, что упоминать коронавирус, естественно, нет. Но люди находятся в таком страхе, что они просто не могут. И никто не рискнет упоминать это слово «коронавирус». Более того, недавно в стране прошло стихийное бедствие в 3 регионах. Это Таша, Усмары и Либаб. Там был сильный ураган, там было сильное наводнение. И сейчас больницы переполнены людьми. Для того, чтобы как-то скрыть возможное наличие вируса, им начинают ставить диагноз пневмония, вызванная охлаждением, то есть переохлаждением ввиду стихийного бедствия. Однако власти в любом случае населению помощь никакую не оказывают. Але як вони лікують, якщо є, не дай Боже, смертності? Як пояснює влада? Они никак не объясняют и никак не лечат. Так, медицина дійсно. на очень таком печальном уровне. Там нет препаратов, там нет медикаментов и нет таких специалистов, которые лечат. Діано, я пропоную нагадати цю ситуацію, про яку ви щойно згадали, про ту стихію, яка минулого тижня накрила схід вашої країни, Туркменістан. Найбільше постраждало місто Туркменабад. До слова, саме там організували карантинну зону, про яку щойно згадала Діана. Ураган зривав дахи будинків, пошкодив дороги, обірвав дроти зв'язку. Дахи просто літали по вулицях. У місті немає дренажних систем, а тому вулиці затопило, а дерева повалило.
Повертаємось до студії. Нагадаю, що з нами на зв'язку Діана Серебряник з Туркменістану. Діано, а щойно побачили кадри ось цієї стихії, тож не тільки коронавірус у вас, а у вас ще й природні катаклізми, які завдають чималої шкоди місцевим жителям. Хочу вас запитати про наступне. Цього тижня ми згадували інші країни, в яких є коронавірус, зокрема Білорусь. Там так само не визнають, так, і не обмеження не вводять на карантин. Люди ходять по вулицях, працюють школи. Але знаєте, що почали робити батьки? Коли президент відмовився закривати навчальні заклади, вони вирішили самостійно не відправляти дітей до шкіл. Чи була ось така ідея власної? Наприклад, батьки вирішили не відправляти дітей, лишати їх вдома. Щось подібне фіксували в Туркменістані? Нет, такой идеи как таковой не было, потому что у родителей, собственно, нет возможности просто так оставить детей дома. Все-таки люди работают, а у нас не вводили каких-то ограничительных мер или самоизоляцию. Были продлены каникулы в апреле месяце на некоторое время, то есть школьники вместо, по-моему, 10 дней отдыхали где-то около 14 дней, но ни о каком ограничении посещения школ, детских садов, вузов речь не шла и не идет до сегодняшнего момента. А ви можете нам розказати трошечки про саму медичну систему? Взагалі, як не з коронавірусом вона справляється, а з іншими захворюваннями? Наскільки високий медичний рівень захисту громадян, які проживають в Туркменістані? Ужасный уровень защиты граждан Туркменистана, потому что он просто отсутствует. Ввиду того, что медицина фактически разрушена до уровня, так скажем, начала Советского Союза, когда только-только Туркменистан поднимался. Студенты вместо того, чтобы учиться, они ходят, изучают книги по травам. Да, в Туркменистане существует официальная страховая медицина, но кроме 50% места койка в больнице, она ничего не покрывает. Лекарств в больнице нет. Если человек заболел, он должен все купить по списку в аптеках. Это же касается и врачей, когда речь идет о масках, перчатках, каких-то медицинском каком-то оснащении, там, дренажной зонты Блэкмора, капельницы. То есть это все врачи покупают за свой счет. Если ты заболел, у тебя должно быть достаточно хорошее финансовое положение, чтобы ты вылечился. Потому что лекарства ты идешь закупать в аптеке. Производство фармацевтики Туркменистана, оно очень слабое. Лекарства поставляются из Индии, они не очень такого хорошего качества. Россия, Чехия, Словакия. Соответственно, поставка из Чехии и Словакии, она более дорогая. Діано, якщо міжнародні донори, міжнародні організації, такі як Всесвітня організація охорони здоров'я, запропонує допомогу, зокрема медикаментів, чи погодиться влада країни ось на таку допомогу, чи вона буде її відкидати, щоб не визнавати коронавірус у себе? Они, скорее всего, могут согласиться на принятие помощи, но поскольку они отрицают наличие самого вируса, то это достаточно проблематично. То есть принять помощь и сказать, что у нас нет вируса, но мы его, возможно, ожидаем. Ситуація буде примерно така. У вас офіційно не визнають коронавірусу, але в тих країнах, де все ж таки пандемію визнають на офіційному рівні, коронавірус тягне за собою інші проблеми. Зокрема, це звільнення і втрата роботи. В Туркменістані до коронавірусу були з цим проблеми? Да, в Туркменистане были проблемы с работой и до этого. Очень много населения мигрировало работать в Турцию, в Россию, в Украину, в Белоруссию. Особенно это касается студентов, которые учатся и работают там. А по ситуации с коронавирусом, то есть поскольку Туркменистан отрицает все, соответственно, у людей не может быть защиты, они не имеют права носить незащитных маск. Это же касается и врачей, которые ежедневно общаются с пациентами, не зная, болен этот пациент вирусом или нет. Соответственно, идет очень высокая степень возможности заражения самих врачей этим вирусом. Діано, дякуємо вам за цю картину, яку ви нам описали. Ми на кілька хвилин перенеслися до Туркменістану і побачили, що коїться там. Я нагадаю, ця країна офіційно не визнає коронавірусу в себе. З нами на зв'язку була Діана Серебряник, керівник правозахисної організації «Права і свободи громадян Туркменістану».